привет! С вами пятничный вечер, у нас сегодня новогодний выпуск, и к нам пришел символ Нового года Дедушка Мороз. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Здравствуйте, здравствуйте. Так, Дедушка Мороз, расскажите, пожалуйста, сколько вы уже Дед Мороз? Ох, ну, наверное, так скажу. Дед Морозом я стал с 8 класса. То есть у меня получается общий стаж больше 30 лет. А как так получилось? Ну, получилось так, как всегда, неожиданно. Девчонки позвали помочь им. Они в кукольном театре занимались. Говорят, ты бы не мог нам помочь? Я говорю, ну давайте помогу. Только я не знал, кем и чем, и что вообще помочь. Прихожу, мне художественный руководитель говорит, а ты умеешь петь? Я говорю, ну могу. А ну спой, в лесу родилась елочка. И я говорю, ну давайте, в лесу родилась. Молодец, все, ты нам подходишь, будешь Дедом Морозом. Но вот с тех пор как-то получилось, что я стал Дед Морозом. Ничего себе. Так, а помимо вот этой работы, вот все остальные 365 дней вы чем-то занимаетесь? У вас голос такой поставленный, может вы поете в хоре? Нет, ну вообще я актер русского театра. А, ничего себе. Да, поэтому как-то так получилось. У меня вообще, ну, вот в моей жизни Дед Мороз, вот, у меня не было еще ни одного года, чтобы я не был Дед Морозом. Я даже в армии был Дед Морозом. И там такой забавный случай произошел, что как-то я провожу утренник у детей, у детей офицеров. Ну и там уже 31 числа было. И уже спрашиваю, там в конце утренник проходит, под конец уже дети, я говорю, ну что вы хотели, чтобы Дед Мороз вам подарил? Ну каждый, кто говорит, то там мне машинку, мне там куклу, девочка, там еще что-нибудь. А одна девочка маленькая ко мне уже подходит, Дедушка Мороз, а подари мне снег, я очень хочу увидеть снег. А служил я в Узбекистане, то есть юг Узбекистана, под Тормозом. Да. И, ты маме помогала? Помогала. Папе помогаешь? Помогаю. Ну, хорошо. Вот если только ты меня не обманываешь, то ты завтра проснешься, и у тебя будет снег. Ну, хорошо. Я не обратил внимания. Потом буквально утром, просыпаюсь, то есть, точнее, меня будет замполит. Говорит, ты помнишь, что вчера говорил? Я говорю, господи, думаю, я солдат, думаю, ну что я вчера наговорил такого? Говорит, посмотри в окно, лежит снег. Офигеть. То есть лежит настоящий снег. А дочка, вот эта вот маленькая девочка, оказалась командиром полка. То есть и буквально через 10 дней Мичурин Владислав Анатольевич, выйти из строя за отличное проведение новогодних мероприятий, объявляем вам очередной отпуск. Так что я за снег заработал отпуск в армии. Вот такая вот история у меня была. Очень классная история. Ага, и вы пришли с армии и, получается, поступили в театральные, да? Да, я еще перед армией поступил. Я поступил в Хабаровский институт культуры, вот, и там учился. Потом так жизнь сложилась, что занесла сюда жизнь. То есть у меня моя жена была с Якутска. И вот приехал в Якутск, и здесь уже пошел служить в русский театр. И, так скажем, с 92 года я служу русскому театру. Очень круто. А в каких пьесах вы играете? Последняя пьеса – это «Сорванец», вот, которая у нас была поставлена к юбилею театра. А так, из многих, там 13 номер, вот «Таксист» играл, потом, вообще много, всех их, конечно, не перечислишь. Последняя сказка – это «Буратино», я играю Папа Карло. У меня уже Папа Карло – это второй в моей жизни, а так, много, у меня более 70 ролей. Так, это вопрос такой, как к служителю театра. Почему кинотеатры, они популярнее, чем театры? Ведь там намного лучше. Я бы, наверное, даже тут не знаю. Тут, понимаете, вопрос, наверное, даже не в том, что они популярнее. Может быть, в кинотеатр ты можешь пойти каждый час смотреть, да? Допустим, час прошел, ты еще можешь пойти смотреть.
А в театр, это ж ты же не... Очень тяжело играть, допустим, пьесу, которая идет 2,5 часа, потом обратно, через некоторое время еще играть. Это очень тяжело. Кстати, у нас театр очень популярный. Это зря некоторые в театры даже не попасть, как в кинотеатры. На некоторые спектакли. Даже очередь стоит. Билеты раскупаются заранее, поэтому... Не знаю, здесь очень такой спорный вопрос. Допустим, чем вообще отличается театр от кинотеатра? Смотрите, театр – это здесь и сейчас. То есть действие происходит при тебе. Кинотеатр, там много дублей, ты снимаешься. Я сам снимался в многих фильмах, и там много дублей. Дубли выбираются. Этот подошел, этот не подошел, получается потом кино. Налаживаются эффекты, все остальное. А в театре это здесь и сейчас происходит. То есть ты становишься соучастником живого действия. Вот так вот. А что вам больше нравится, быть Дедом Морозом или же выступать на сцене? Я, наверное, так скажу. Каждый год думаю, что все, хочется уже Дед Морозом быть уже. То есть это, Этот год будет точно последний, да? Я думал, в этом году я не буду Дед Морозом. Буквально мы находимся на гастролях во Владивостоке. И это сентябрь, начало октября. Да, сентябрь, конец сентября, и мне звонок. А вы к нам приедете поздравить ребенка? Вы к нам 3 года подряд приезжали. Приедете поздравить ребенка уже в сентябре месяце? Я так, как я могу отказать? Как? Сейчас в сентябре месяце. В сентябре месяце уже позвонили, попросили. Вы нас там забронируете, вы помните? Заранее, да? Заранее, да. Я говорю, ладно, хорошо, давайте. Все, в этом году, ладно. Садики отзваниваются, все. Но просто единственное обидно, потому что, Дед Мороз – это же сказка. Это сказка, которая делается ребенку. Понимаете, если нету сказки для ребенка, то нет чуда. Мы все маленькие, мы все верим в чудо, что какое-то чудо настанет, какое-то случится, и тебе будет хорошо. Я до сих пор верю в чудо. Так вот в том-то и дело. Если родители в детстве делают ребенку чудо, то ребенок будет, когда вырастет, он также будет делать чудеса для своих детей. А если не делать, как? Вот сейчас, допустим, в садиках, да, я понимаю, пандемия, все. Я понимаю, что здесь, конечно, нужно беречь детей. Но, опять же, двойные стандарты, я не буду о них говорить, да. Запретили, допустим, мужчинам, да, актерам в садиках быть, как их называют, аниматоры, да, своего рода. То есть те же воспитатели, опять Дед Морозы. То есть получается, что дети не видят этого чуда. То есть если, допустим, я прихожу, все дети верят, что пришел настоящий Дед Мороз. А у нас был настоящий Дед Мороз, а не воспитательница тетя Клава, допустим. Тогда у ребенка чудо. И действительно получается, что у них был настоящий Дед Мороз. Так, расскажите, пожалуйста, о каких-нибудь курьезных случаях во время этих праздников, когда вам нужно было, которые вы хотите просто забыть. Что-нибудь такое, что вы хотели забыть. Я, наверное, их не забудешь, потому что они на то и курьезные. Скажу так, вот очень часто приезжаешь домой поздравлять, разные же дети встречаются. И у меня были такие случаи, значит, один из них, ребенок увидел меня, побежал, залез за диван, вот так за диван, и оттуда никак не хотел вылазить. Что делать? Я стою на колени и ползу к этому ребенку. И в итоге у нас все общение произошло вот за диваном. Я чуть-чуть отодвинул, и он оттуда на меня смотрит, и я на него смотрю. То есть вот так вот, друг против друга. Вот. И он мне рассказал стишок, спел песенку, я ему все загадки загадал, все ему рассказал, и после этого вручил подарок. Вот так вот. За диваном произошло поздравление. До сих пор, а куда деваться? То есть Дед Мороз универсальный. Было еще под столом. Точно так же мы со Снегурочкой на колени под стол забираемся, и под столом все происходит. И мама нас где-то снимала, где-то фотографии у меня есть, где я под столом нахожусь. Это такие милые случаи. А была какая-нибудь жесть? Пьяные родители, еще что-нибудь, драки. Которые просто хотите забыть. Это просто мрак. Раньше, особенно раньше, сейчас я стараюсь уже на вечера не приходить, то есть вот такое вот, то есть не вести. Потому что очень часто хотят залезть под бороду,
посмотреть, что же там у Деда Мороза. А взрослые или дети? Но это нет, это, конечно, взрослые, особенно женщины. Очень часто хотят увидеть. А что же там у Деда Мороза? Дед Мороз, а что у тебя там вообще под шубой находится? Ну, поэтому как бы стараюсь как бы избегать. А если начинается драка, ну драки очень часто. Подготовлены у вас перчатки есть? Нет, наоборот, я стараюсь. Посох у меня от собак. Я скажу так больше, потому что особенно во двор куда-нибудь или куда-нибудь идешь, и какая-нибудь собака обязательно хочет тебя схватить. Поэтому вот так вот все. Костюмы, они... Хочешь свой подарок получить, да? Да, а костюмы, они все-таки дорогие, поэтому я не очень хочу. У нас новый мэр в этом году. Так, как вы считаете, заслужил ли наш мэр Евгений Григорьев в этом году подарка от Деда Мороза? Ну, я думаю, как любой мэр, они все заслуживают подарка, потому что, ну, тяжело судить, он же только вот приступил, да, он же только приступил. Ну, уже как? Ну, год. 9 месяцев уже прошло. Почти год. А за год, ну, вот я, допустим, смотрю, вот он пытается сделать дорогу, да, центральную. Потому что, ну, действительно, у нас центральная улица Ленина, она заслуживает, чтобы она была новая, красивая, потому что это лицо города. Пока что я вижу, что вроде бы он стремится сделать для города очень многое. А как будет, я думаю, что это, ну, потом мы будем Время судить. покажет. Время покажет, конечно. А какой бы он подарок заслужил сейчас от Деда Мороза? Сейчас? Да. Он старается. Ну, я Вы думаю... пришли к нему вот на праздник, и Евгений, ваш подарок. Как Дед Мороз, пожалуйста. Ой, я вас заставил рассказать стишок, в первую очередь, потому что он человек такой образованный, очень умеет хорошо говорить, я думаю, наверняка он знает стишки, заставил бы рассказать. А во-вторых, ну, я вот так думаю, какой-нибудь веселый, фруктовый такой, именно фруктовый подарок, потому что чтобы Витамины были. у него были витамины, чтобы у него хватило сил, работы, чтобы наш город все-таки был краше и лучше. Я вот так и думаю. Дедушка Мороз, что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? Дорогие друзья, хочу пожелать, чтобы в новом наступающем году у вас был мир и спокойствие в ваших семьях. Пусть будет тепло и удача, чтобы не болели, чтобы дети вас радовали. С наступающим Новым Годом!